Вопрос защиты авиации от атак с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов является сегодня актуальной проблемой. Ракеты системы инфракрасного наведения представляют наибольшую опасность для низколетящих вертолетов. Данные статистики неумолимы. Почти в 90% случаев поражения летательной техники в вооруженных конфликтах происходит при попадании управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения, выпущенных при помощи ПЗРК. Существующие одиночные системы защиты, ложные тепловые цели и станции инфракрасных помех первых поколений неэффективны против современных помехозащищенных ПЗРК. Безусловно, проблема требует абсолютно нового, комплексного решения. И такое решение существует. Это уникальная в своем роде система защиты от атак ракет ПЗРК, созданная российскими разработчиками. Бортовой комплекс обороны «Президент-С». Единовременную комплексную защиту обеспечивают станция оптико-электронных помех для защиты вертолета от поражения путем формирования направленных помех в рабочем секторе и инфракрасном диапазоне. Ультрафиолетовый пеленгатор предназначен для обнаружения факта пуска и определения координат ракет классов «Земля-воздух» и «Воздух-воздух». Аппаратура обнаружения лазерного облучения для обнаружения факта излучения, распознавания его типа и определения координат облучающих средств. Устройство управления осуществляет комплексный контроль и обработку информации, выдает совокупные команды защиты и наведения всем элементам системы. Многофункциональный пульт-индикатор и устройство выброса ложных тепловых целей. Оптико-электронная система «Президент-С» создана на основе тщательного анализа эксплуатации оборонительных систем предыдущих поколений. Уникальность «Президент-С» состоит в реализации единого алгоритма работы подсистем обнаружения и противодействия атакующим ракетам с тепловыми головками самонаведения. На данный момент аналогов комплексу «Президент-С» не существует. Это единственная на сегодня полнофункциональная система, способная обеспечить эффективную защиту вертолета от атак ПЗРК. При появлении атакующей ракеты информация о ее координатах поступает от ультрафиолетовых пеленгаторов в устройство управления, незамедлительно формирующее команды на отстрел ложных тепловых целей. И одновременно команды наведения для излучателей станции оптико-электронных помех, переводящейся в боевой режим при первом же обнаружении опасности. В то же время экипаж вертолета оповещается об атаке. Система генерирует речевое сообщение и выводит на экран многофункционального пульта-индикатора графическую информацию. В результате согласованной работы всех подсистем комплекса головка самонаведения ракеты теряет истинный сигнал от цели. Эффективность оптико-электронной подсистемы «Президент-С» была подтверждена в ходе проведения полного цикла испытаний, в том числе и натурного эксперимента с реальным применением современных ПЗРК. На первом этапе натурного эксперимента вертолет был заменен макетом с точным повторением схемы размещения составных частей комплекса на вертолете Ми-8. Все пуски ракет по макету, произведенные с разных дальностей, были радикально отражены. В каждом случае промах составил свыше 100 метров. Во время второго этапа натурного эксперимента пуски боевых ракет ПЗРК производились по пришвартованному к вышке реальному вертолету с работающими двигателями. Комплекс обороны «Президент-С» доказал свою высокую эффективность и на этом этапе эксперимента, о чем красноречиво свидетельствуют кадры с места испытаний. Оптико-электронная система «Президент-С» установлена и испытана на вертолетах Ми-8 и К-50. В настоящее время проходят испытания варианты комплекса для вертолетов К-52 и К-252. При этом система универсальна. Ее архитектура позволяет адаптировать комплекс для установки на любой вертолет, в том числе иностранного производства, без потери показателей эффективности. Частей комплекса на вертолете Ми-8. Все пуски ракет по макету, произведенные с разных дальностей, были радикально отражены. В каждом случае промах составил свыше 100 метров.
Во время второго этапа натурного эксперимента пуски боевых ракет ПЗРК производились по пришвартованному к вышке реальному вертолету с работающими двигателями. Комплекс обороны «Президент-С» доказал свою высокую эффективность и на этом этапе эксперимента. «Президент-С» — универсальный бортовой комплекс обороны, способный защищать различные типы летательных аппаратов, в том числе и вертолеты. Бортовой комплекс обороны «Президент-С» предназначен для защиты вертолетов от ракет с инфракрасными и радиолокационными системами наведения. Работа комплекса полностью автоматизирована. Не зависит от человеческого фактора. Всепогодно, эффективно, днем и ночью. Конструктивно аппаратура «Президент-С» выполнена в виде блоков станций, которые могут размещаться как внутри фюзеляжа вертолета, так и на внешних узлах крепления. Бортовой комплекс обороны включает в себя два вида систем, относящихся к оптико-электронным системам и к радиоэлектронным системам. Комплектация поставки и состав каждого варианта исполнения «Президент-С» согласовывается с конкретным заказчиком в соответствии с типом летательного аппарата и условий его назначения. Например, для боевого вертолета Ми-28НЭ состав варианта исполнения «Президент-С» будет следующий. Устройство управления с внешним запоминающим устройством. Станция предупреждения о лазерном облучении. Станция предупреждения о радиолокационном облучении. Станция предупреждения о ракетной атаке. Лазерная станция оптико-электронного подавления. Устройство выброса расходуемых средств. Бортовой комплекс обороны «Президент-С» серийно выпускается для российских вертолетов Ми-8-17, Ми-35, К-52. На стадии испытаний для вертолетов типа Ми-28Н и Ми-26Т. Бортовой комплекс обороны «Президент-С» имеет открытую архитектуру и может быть установлен на вертолеты других производителей. Аналогов бортового комплекса обороны «Президент-С» в России и странах СНГ не существует. Это единственный на сегодня полнофункциональный, полностью автоматический комплекс, эффективно защищающий вертолет в передней и задней полусферах от ракет с инфракрасными головками самонаведения. При появлении ракетной угрозы информация о факте пуска ракеты и координатах атакующей цели поступает от аппаратуры разведки в устройство управления. Экипаж вертолета при этом оповещается об атаке на экране многофункционального индикатора МФПИ и голосовым сообщением через БРЭО вертолета. Далее в автоматическом режиме устройство управления формирует две команды. Одна на отстрел ложных тепловых целей. Вторая команда включает когерентную лазерную станцию или станцию оптико-электронного подавления. Если вариант исполнения имеет в составе станцию активных помех, то она создает радиоэлектронные помехи в рабочем секторе и диапазоне длин волн атакующих средств с радиолокационными головками самонаведения, что приводит к потере цели или перенацеливанию. Эффективность бортового комплекса обороны «Президент-С» была подтверждена в ходе проведения полного цикла комплексных государственных испытаний, в том числе и натурного эксперимента с реальным применением ПЗРК. Были произведены десятки пусков с наиболее опасных ракурсов и различной дальности. Во всех случаях промах ракет превышал их радиус поражения. Бортовой комплекс обороны «Президент-С» имеет паспорт экспортного облика, что дает право осуществлять поставки за рубеж. Концерн «Радиоэлектронные технологии» производит бортовой комплекс обороны «Президент-С» на новом специально построенном заводе, оснащенном самым современным станочным парком и укомплектованным высококвалифицированным инженерно-техническим персоналом. Бортовой комплекс обороны «Президент-С» – достойный ответ угрозам сегодняшнего дня. Прочный электронный щит вертолетов всех типов и назначений.
Предназначен для гарантированного отражения атак ракет с инфракрасными головками самонаведения. Полностью автоматическая, эффективно, гарантированно, быстро и надежно.